наша задача сейчас отогнать оленей подальше, ну вот в сторону, в общем, куда мы будем кочевать, в сторону Кочевки. Вот, на самом деле... Так, удачи, удачи. Ясмина, удачи, все, погнали, да? Да, погнали. На самом деле управлять оленем очень легко, оказывается, все очень просто. Смотри, вот я, да? Вот если я ногу поднимаю в эту сторону, он, оказывается, поворачивает в эту сторону. Если я ногу поднимаю в эту сторону, вот так вот. Это лайфхак, этим лайфхаком поделился со мной Гришка. Ну что, наше время уже подходит, нам пора двигаться. Все, давайте, двигайтесь. Так, давай, смотри. Чик. Ничего, Ясмина, научилась ездить? Так, ездить научилась, да. Теперь мне надо научиться правильно загонять, ну, то есть, собирать оленей. Ну все, удачи! Испытано на себе. Ну что, в быту всегда требуется вода, поэтому палатки стараются ставить непосредственно возле рек. Сейчас зимний период времени, конечно, температура очень низкая, поэтому все реки перемерзли, и теперь Семен попробует себя в роли оленевода и добудет нам лед. Ну, конечно, Ясмина, очень громко сказано в роли оленевода. Нам просто необходимо добыть чистый лед, попить, и для этого мы идем, спускаемся вот на эту горную речку, уже перемерзшую, и добудем там чистый лед. Там уже есть прорубленная майна, и мы там будем добывать лед. Пойдем? Друзья, вот уже прорубленная майна, и нам необходимо отколоть лед. Для того, чтобы отколоть, надо сначала почистить от снега. И вот я взял специально лопату. Лопаткой я так вот чуть-чуть почищу, чтобы было удобней. Ну и вообще. Ну что, я вот почистил лед от снега, и сейчас необходимо добывать. Добывают лед обычным топориком, желательно уже испорченным, потому что подо льдом камни. Вот. Так, у нас тут кусок отвалился. И вот такой вот лед. Сейчас мы вот будем отрезать, ну, отбивать вот такие вот кусочки и тащить это вверх непосредственно на стоянку, на палатку. Будем обогревать его, топить, вернее, и пить. Вот так вот добывается, в общем говоря, вода в зимнее время на стойбище. Также, друзья, нам необходимо еще набрать в мешок. Для этого небольшие кусочки. То есть сразу разламываем на небольшие кусочки и в мешочек будем складывать. Наберем целый мешок вот такого небольшого льда, который спокойно влезет в тару, которая стоит на печке. Кстати, не везде можно откалывать лед, поэтому для этого есть несколько лайфхаков. Во-первых, мы ищем либо пустоты в реке, либо ищем трещины. В нашем случае это пустоты. Пустота, это пустоты, это тут нет воды, получается, и вот такой вот слой льда. Видите, тут пустота. Дальше только камни. Наберем побольше льда. Опа. Нам надо лед занести в 2 палатки, поэтому будет
2 ходки, наверное. Сначала мешок унесу, а потом большими кусочками. Ну, как-то так. Ну что, друзья, набрали лед, и сейчас идем наверх, унесем его, поставим возле палатки. Ну и оленеводы наши поехали гнать стадо на перевал, мы готовимся к кочеванию, кочевке. И мне оставили задание нарубить дрова. Ну не то чтобы дрова, а напилить бревна, которые были добыты здесь по окрестности и привезены на буране. Они там сейчас лежат, мне их надо распилить бензопилой, чтобы к приходу наших оленеводов в палатках было тепло, уютно и дрова были заготовлены. Пойдемте. Опа! Тяжеленький. Подъем такой крутой. Каждый день вот так вот поднимать, я не знаю. Я уже выдохся. Но тем не менее задача выполнена. Мешок со льдом наверху. Это, между прочим, второй уже. Идем. Ну вот и наступил тот самый момент, когда необходимо немного поработать. И вот мы будем заготавливать сейчас дрова. Необходимо распилить вот все вот эти вот большие бревна на примерно вот на такие куски. Ну, имеется в виду по длине. Это чтобы потом расколоть и получились дрова для того, чтобы отапливать нашу печку. Ну, а я взял бензопилу обычную и буду сейчас пробовать пилить. Испытано на себе. Друзья, мы сейчас участвуем с Ясминой в поимке, скажем так, в загоне и в поимке оленей. Дело в том, что ездовых оленей все равно нужно ловить. И вот Дмитрий, как опытный оленевод, нам сказал, будете участвовать, помогать. Наша задача просто стоять и загонять оленей на Диму. А Дима уже украдкой очень-очень тихо, мирно подходит к оленям, ловит их и привязывает к столбу. Столб образия коновязи, очень похож на сырья, но мы там дальше позже вам покажем. Но за этот столб завязывают оленей. Это мы ловим тех оленей, которые... Будут в нарты привязаны. Да, которые пойдут, повезут нас на кочевку. А завтра будет как раз сама кочевка. Да, и сейчас идет просто подготовительный этап. И вот один из этапов — это поимка, ловля оленей, которые будут запрягаться в нарты. Да, их называют верховики. Дима, а нам подходить, да? Ага. Вот Дмитрий нам сказал подходить. Наша задача загнать оленей в сторону Димы. Мина, не иди. Вот этого?
Оп. Дмитрий поймал оленя. Видите, даже верховые олени, получается, все равно как и дикие. Дима, мне их ловить там, да? Которые уходят? Давай, сюда, чекай. Ну, вот тут Дмитрий уже поймал оленей. А я побежал загонять оленей, которые убегают. Вот такая вот сложная работа. На самом деле олени все пытаются убежать на волю, вольные животные. И даже это уже привыкшие, по идее, верховики. Но все равно их необходимо ловить. Они все время пытаются уйти на волю. И вот мы их ловим сейчас. Ну, я так понял, что наша главная задача, пока Дмитрий ловит, просто не дать оленям убежать. Ну и подгонять их по команде Дмитрия ближе к нему самому, чтобы он их мог поймать и привязать. А привязка вот происходит вот к таким вот столбам. Вот это уже пойманные. Смотрят. Привет, давай 5. О, подружились. Дим, что делаем? Ага, пока стоим. Вот опять стая пытается уйти. Мы вот там София стоит, Ясмина вон там сзади, а вот на меня идут олени, и я их тут останавливаю. Дима вон поймал еще одного. Аккуратненько так подходит, убирает вот этот чугунок. А, вернее, за чугунок, видимо, олень запутался. Ага. Вот, Дмитрий поймал очередного оленя, тут сопротивляется. И сейчас будут привязывать вот к этому столбу. Все. Олень привязан. Пойман и привязан. Там, если обратить внимание, София пошла наверх. Это, видимо, кто-то убежал все-таки. Но вон София сзади оленя, если видно, наверх еще идет в гору. Видимо, догоняет оленя. Дима, а что этих ловить там слева, которые? Оп, еще один пойман. Вот этих остановить мне? Да. Так, я вот пошел вот за этими, которые убегают. Сейчас будем загонять. Ребят, ну на самом деле такое занятие, главное не дать убежать оленям. Я вот заметил, что пока ловили, 6 оленей ушла подальше от нарт. И сейчас моя задача их загнать ближе к нартам. Я сейчас их попробую обойти.
они стоят. Вроде не убегают. Сейчас я их обойду и попробую загнать их обратно к стойбищу. Ну вот, олени увидели меня и идут обратно. Все время проноровятся уйти. Немножко прохладно, но ничего, когда ходишь, теплее становится. Ага, Дмитрий он тоже окружает. И я подхожу поближе. Так и стоять или гнать дальше? А, ближе, да? Может быть, плохо видно, но Дмитрий всегда находится в центре. То есть он раздает команды, кому, где, куда стоять. Ну, это опыт, просто опыт. Сейчас Дмитрий будет ловить арканом, маунтом. На самом деле очень интересно. Сейчас посмотрим, снимем. Да, вот Дмитрий уже взял маунт, подготовил, смотал его правильно и ищет сейчас именно удобную. А, нет, решил так поймать. Украдкой подходит. Раз, есть. Ух ты! Ух. Бывает и такое, не удержал. Оп. Ага, не получилось. Поймали как раз того, кого нужно было поймать, без врагов. Ты вот это замедленно снимаешь, как он прыгает? Ага. Вот тебе и кадр. Друзья, участвуем в поимке оленей. Я вот сейчас задавил оленя весом, пока Дмитрий... Сейчас ты будешь снимать, да, маунт снимать и одевать веревку.
Это, между прочим, самый шустрый олень был, который всю дорогу тут все стадо за ним бегает. А это самка, да, или самец? А, самец. Просто рога спилены. Завязывает оленя, смотрите, вот, у него веревки не было, вот сейчас веревка оденем. Это большая. А, петля большая, да? А. Оп-оп-оп-оп-оп. Дима его ловко за шею поймал. Мало Всё, там. пока завяжем, я веревку укорочу. А, хорошо. Тогда я встаю, да? Стоишь, вставай. Так, все, я встал. Друзья, ну, вроде на улице холодно, а пока вот за оленями бегаешь, согреваешься. Сейчас Дима завязывает просто самим маутом к дереву этого оленя. Укоротим веревку, чтобы ему, ну, по размеру шеи было. И потом завяжет его также к дереву. Пусть стоит, привыкает. Испытано на себе. В зимний период солнце садится рано. Сейчас 4 вечера и самое время готовить ужин. А поможет нам в этом София. Ну что, пойдемте в палатку. Здравствуйте. Это сейчас мы с вами что будем готовить? Кивай, Как? кивай, Кивай. кивай, Кивай. 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 Это получается кровяная колбаса. Тоже, чтоб не развязался. А можно будет мне тоже попробовать? А, конечно. Да. Вот эту. Угу. Вон веревки. Это получается. Так. Здесь не надо вот так вот делать? Как Нет, вы- не, сначала вот тут завяжите. Вот тут, да? Ага. Так, значит, мы берем это кишки оленя, правильно? Угу. Берем кишки. В данном случае кишки оленя. И обматываем ниткой. Желательно потуже. Вот у меня, конечно, не так ловко получается. Ну вот. Так нормально? Да. А я не слишком низко взяла? Не, нормально. Нормально, да? Так. Ну что? Так, у нас тут не хватит, может. Все равно сюда. Угу. Сделала потом. Это надо всю нитку, да, получается, О, на вот этот? это получается дырявое. Прямо. Ну, А вот если она дырявая, то получается уже она не годится, да? Нет, ну можно сделать только пониже. Мгм. Где дырка, Мгм. пониже завязать. Да? Как понять, что уже... А, еще и этот, да, надо Ну все. И надо надуть. Смотреть. надувать. Мгм. Целая. Что, друзья, Воздух спустить. к такому я, конечно, не была готова, но это... Ой. Так, теперь я беру, да,
Вот так вот. Вот так. Ну-ка, хорошенечко открываем. Вот так. Мгм. Это мы проверяем целостность, да? Мгм. И воздух спустить. Воздух обратно спускаем. Так, Это- и еще, да, одна остается. Вот эту я Нет, привязываю. Нет, это сейчас посмотрим. Сначала эти зальем, у нас не хватит, походу. Мгм. А до вот этого, до того, как мы начинаем заливать и обвязывать, да, то есть кишки вначале промываются, Да, промыть их. а промывать Мгм. теплой или холодной водой, это вот разница есть? Разница, ну, обычно теплый. Мгм. Вот, теперь заливайте сюда. Так, это кровь, правильно? Мгм. Кровь. Это чистая кровь или она разбавлена водой? Нет, это чистый. Чистая Мгм. кровь. Солики. Да, соль. Мгм. Вот так. Так, заливаем. Всё. Так, еще. Это толстая же, да? Ну, как бы толстая кишка же, да? Да. А с тонкими что делаете? С тонкими. Ну да, тонкая кишка же тоже. Так, уже не хватит. Ну, Просто еще как чуть-чуть. потроху. Вот, все, пойдет. Мгм. Так, теперь надо завязывать. Вон веревку. Мгм. Это веревка какая-то специальная или как? Это обыкновенная капроновая нитка. Мгм. Так. Тоже потуже. Мгм. Так, потуже. Еще один хватит. Еще один раз, да? Еще узелок тут. И тут же. Тут же узелок. Примерно во сколько вы начинаете ужин готовить? В 5. В 5 вечера, да? А завтрак? Завтрак все. В 7 утра. О, все. Все? Угу. Вот так пошла. Угу. Это вообще считается эбенским блюдом, да? Да. Или в целом народов севера? Ага. О, это вообще. Ладно. Пускай. Будем заливать. Давайте попробуем. Полностью его заливаете, да, получается? Половину. А как это для чего? Ну, Почему, ладно. почему половина, а не вся? А если всю зальешь, она будет лопаться. Пойдет? Так, еще ищем веревку. Спустим. Кстати, мы по приезду пробовали. Вообще София очень вкусно готовит, на самом деле. Мы по приезду пробовали печь, да, вы как-то приготовили очень вкусно, очень так
Первый раз, в общем, такой рецепт пробовала. А вы чем там его, получается, скручивали? Это Чем? получается жир внутренний. Мгм. В общем, очень вкусно готовите. Поэтому для меня так даже честь учиться у Софии. Так, еще даже вон та туда еще влезет. Мгм. Всё, всё. Вот так вот выглядят нитки. Какие-то нитки вы еще разводите? Наверное. Я уже, кстати, приноровилась. Это в целом несложно. Не было ничего сложного. Еще один. Мгм. А вы сама ЛНК же, да, получаете? Да. Мгм. Всё. Теперь эту завязываю. Тоже, да, отрезаем. Вижу. Мы когда сюда ехали, конечно, мы ехали не с пустыми руками, мы хотели привезти там некоторые фрукты и овощи, но по дороге, конечно, во время пути все это дело хорошенько так подмерзло, бананы вообще там в смятку приехали. Вот, да даже если бы мы довезли в целом, то вопрос хранения тут остается открытым. Допустим, многое они, кстати, просто укутывают его там. Во что вы укутываете? В термопакеты и в куртки. Термопакеты и куртки укутывают. Поэтому обычный рацион оленеводов состоит из натуральных продуктов. Из мяса, ягод и грибов. То есть то, что они либо сами добывают, либо то, что собирают. Вот. Раньше на севере вообще, народы севера вообще пили кровь, когда только забивали животные, для того, чтобы не было цинги, потому что кровь очень богата железом. Поэтому данное блюдо очень полезно, потому что она богата и железом, и различными микроэлементами, которые им необходимы для выживания и для того, чтобы сохранять и поддерживать здоровье. Ну что, промытые кишки мы уже залили кровью. Все это дело хорошенько обвязали с двух сторон, и теперь остается нам только сварить. Наше первое блюдо состоит из толстой кишки и крови, а остальные внутренности, такие как язык, тонкая кишка, и желудок и другие внутренности, у нас пойдут в другое блюдо, которое называется чаома. Ну что, вода у нас уже кипит, будем закидывать все это дело и варить. Закидываем все по одному, для того, чтобы не обжечься. Оленеводы в целом не занимаются
выращиванием чего-то, так как они очень часто кочуют. Вот поэтому все это дело готовится просто в воде и специи. Все остальное такое. Вот это все не надо, да? Не-не-не. Все не надо закидывать, да? Вот она, кстати, тонкая кишка. Да. Готовится все это дело на буржуйке, то есть на печке. Она играет вообще стратегическую роль у оленеводов, так как она выступает и источником тепла. И в данном случае, конечно, на нем же и готовят. Испытано на себе. Ну что, наша кивай, что означает в переводе кровяная колбаса, готова. Готовка занимает примерно от 15 до 20 минут. Что, пора вытаскивать. И перекладываем на сковородку. Никаких специй мы сюда не добавляли, в том числе соль тоже. Ну что, а нам остается лишь разрезать и попробовать. Ну-ка. Выкладываем на доску, для того, чтобы не портить сковородку. Конечно, сначала мы срезаем место, где у нас были веревки. Дальше нарезаем на кусочки, и не маленькие, и не толстые. Такие вот, как рулетики. Давайте попробуем. Мне очень не терпится попробовать. Круто получилось. Сама кровь вот, очень нежная. Я бы даже сказала, немного тает во рту. Кстати, чем-то похоже, чем-то напоминает мне белок яйца. Вот. Сама кишка напоминает чем-то жвачку, потому что долго жуется. Послевкусие немного молочное. Хотя молока мы туда не добавляли. Я очень надеюсь, что у вас получится когда-нибудь попробовать данное блюдо. Советую.